Вы знаете ли край, где в зимнем небе мглистом мерцают ручейки, смерзаясь на бегу, и быстрые следы, подобно прелым листьям, чеканным на снегу? Это край древнейшего северного народа Восточной Сибири, юкагиры, настоящие аборигены, жившие здесь с IV века до нашей эры. Само слово юкагиры придумали эвенки, и означает оно «дальние люди» или «люди мерзлоты». Сами юкагиры называют себя ванду, что означает «силачи». Юкагиры и ныне еще нарочито знатный народ, кочующий в ближайших к северу якутских местах и около самого Ледовитого моря, в восточной стороне Лены, от Яны до самой Колымы. Самой известной творческой династией юкагиров является семья Куриловых, и прежде всего известный поэт, прозаик и ученый Гаврил Курилов, писавший под псевдонимом Улро Андо, что означает «сын Алеринской тундры». Родился Гаврил Николаевич 30 апреля 1938 года в Нижнеколымском Улусе. Отец Николай Николаевич Курилов, мать Анна Васильевна. Отец семьи Куриловых был последним юкагирским шаманом. Долгое время отец их не мог жениться. Многие думали, что его жены умирают от шаманских проделок. И когда он женился на их матери, ему было уже 44 года. Всего в семье Куриловых было 6 детей. Старшая дочь умерла в возрасте 3 лет. В 1935 году родился Семен, автор романа «Ханидо и Халерха». Потом Гаврил Николаевич, после Даша. Она сейчас живет в селе Андрюшкино. После Даши родилась Валя, которая трагически погибла, учась в 7 классе, спасая 3 подруг. Она была очень способной и красивой девочкой. После нее в 1949 году родился младший сын Николай, когда их отцу было 65 лет. Вот. Ну, отец, конечно, был хороший знаток фольклора, всех обычаев, там, все сказки, легенды рассказывал нам. Удивительно было так. У нас там в тундре, значит, вечером ложились спать, и он рассказывал какую-нибудь легенду или сказку. И на другой день, на другой вечер мы должны были рассказать по очереди. Сначала Семен, потом после него я должен сказать. И должен сказать, Семену попадалось иногда, он концовку начинал менять в отличие от того, что отец рассказывал. И отец ругал за это, что нельзя менять, так как надо сохранить все, как я рассказал. И я думаю, уже тогда у него эта фантазия, сфантазировать было большое такое. И может быть, и там уже вырисовывался будущий писатель в нем. А я был любимцем будто отца, поэтому старался быть очень точным, ни слова не пропуская, ничего не добавляя, рассказывал, пересказывал. И поэтому, конечно, похвала была. Может быть, это я к тому, потом это переучили к тому, что я стал лингвистом, там где надо быть точным, ничего не надо придумать. Лингвистическая наука. Вот. В детстве так привились. И вообще нас учили так, всегда. Сначала Семен должен делать, как старший. Если начинали кушать, сначала он кушал, ну там одновременно. Если что-нибудь такое вкусное, сначала ему давали, потом я должен был. И вправду, родители сыграли решающую роль в судьбах своих детей, заложив в них трепетное отношение к родному слову. 3 сыновей, Гаврил, Семен, Николай, стали знаменитыми и популярными писателями, учеными. Сегодня династия Куриловых известна всему миру. В семье Куриловых всегда царила гармония и особые теплые отношения. Со старшим братом Семеном Гаврил имел очень тесную связь. Вот. Помню,
один раз без обеда остался. Тогда интернатика, которые лишали, если что-нибудь шумело или что-то такое. А получилось, и случилось это из-за того, мы учились первым, третьим классом, второклассник в четвертом классе учились. Такая у нас школа была. Вот третьеклассника там сидели на той стороне, а мы первокласс на этой стороне. И учитель Соловьев Василий Егорович, он сам из Кадгаласа, начал их, у них математика, арифметика, третьеклассников. Спрашивает Семена таблицу умножения. А таблица умножения там впереди висит. Это 1, 1, 2, ну там все это таблица умножения. И Семен, он нельзя было смотреть там таблицу-то. И он не мог ответить. Например, помню, 7 на 7 сколько будет, говорит учитель. Семен не стоит, так понурился, не может ответить. А я вижу, там 7 на 7, 49. Я говорю, 49. Эй, то, по-якутски говорили. 40, ты до того 49. Курила, по-якутски говорит, ты что? Не мешай, то есть свое это дело его, класс его. А потом спрашивает, туда Семен то спрашивает, сколько будет 8 на 8. Семен опять потупился, стоит. Я тоже говорю, 64, по-якутски кричу. Ну-ка выходи, Курила, к доске. Стена так, у стены ставили там, как провинившегося, да? А это у меня есть что-то заиграл, вообще я не знаю. Начал читать. Береги, всех в школе, только сидел в школе. Первоклассников вместе с третьеклассниками. Но тут вообще разозлился этот учитель. Останешься без обеда. Конечно, я так до конца и стоял, потом урок кончился, и, конечно, за Петька побежал туда в коридоре и плакал там. И без обеда остался. Но зато вечером пришел, это было 45-й год. Семен, кажется, хлеб собрал, чтобы старшеклассники не отняли под одеяло мне туда хлеб сосунул. Вот я тайком от старшеклассников кушаю. Семен еще у Соловьевых смотрел, ухаживал за детьми маленькими. Вот. И оттуда принес вечером тоже, поздно вечером приходил. Эти кошки мясом. Ему давали, наверное. Я там тайком тоже приносил, и мне под одеяло. И вот, как говорится, это мясо от кошки тоже тайком. Вот он меня заботился, конечно, очень. Гаврил Николаевич с детства был очень способным и трудолюбивым мальчиком. Он никогда не останавливался на достигнутом, не боялся трудностей. Так, с 11 лет он начал работать оленеводом. В столь раннем возрасте узнал тяжкий труд оленевода. И зимой, и летом, зимой и пургу, холода. Особенно я запомнил январские холода. Там пастушишь, и олень вокруг стада ходишь. Вот. А летом комар, гнус страшно. Вот этого оленя они с ума сходят. Прямо еле держишь, там надо бегать вокруг всех, чтобы не убежали они стада. Вот. Помню первую весну, когда начал пастушить. Я только маленький пошел, посох, так просто. И под утро стадо набежало на меня. Но я с криком навстречу, надо навстречу бежать. Навстречу волкам. Вот бегу, кричу, стадо за мной остановилось. А они теперь успели стадо драть. Еще темновато было. Но я туда пошел, там 3 туши лежат. Они быстренько убивали оленя. И самый жирный кусок отсюда отдрали и уносили. Вот. Там несколько волков было, кажется, 5 или сколько, 6 волков, кажется, было. А у меня только палка, маленькая такая палочка. Не было, да. И вот так работали.
одном из интервью Улуру Андо сказал, что шаман умирает, если не может реализовать себя, и что этот дар у него и его братьев трансформировался в творчестве. Все трое с детства великолепно рисовали, хотя профессиональным художником стал только младший, Николай. Гаврил Николаевич выделяется яркими, очевидными и выдающимися достижениями. Он доктор филологических наук, академик Академии духовности Республики Саха-Якутия, заслуженный работник культуры Якутии и Российской Федерации, заслуженный деятель науки, награжден знаком отличия «Гражданская доблесть», почетный председатель Совета старейшин юкагиров, президент Совета юкагиров России, почетный гражданин Нижнеколымского улуса и член Союза писателей Российской Федерации. Вся научная деятельность Курилова связана с Институтом языка, литературы и истории якутского филиала Сибирского отделения Академии наук, а затем и созданным на его основе Институтом проблем малочисленных народов Севера, где он прошел путь от лаборанта до заведующего сектором палеоазиатской филологии. Научные интересы Курилова обширны и охватывают актуальные проблемы юкагирской филологии. Безупречное знание родного языка и культуры, отличная филологическая подготовка позволили ему стать высококвалифицированным специалистом в области юкагирского языкознания, создать научные труды мирового уровня. Но на юкагирском языке мне вышло, наверное, 4 или 5 книг. Вообще, общая сложность около 20 книг у меня, литературных, ну, стихи в основном. Если не считать рассказы, там рассказы есть, и стихи есть в этих рассказах. Отдельной книгой вышла «Гул полярного сияния» на юкагирском и на якутском языке. Многие мои так выходили, наполовину. Первая моя сказка, сказка «Красные звери и человека» была на юкагирском и русском. Кстати, эту поэму перевела Нонна Слепакова, давно, в 60-х годах. Вот когда писал я «Гул полярного сияния», что-то такое, музыка слышалась, скорее, это какого-то окна на улице, да? И стала эта музыка звучать. Песня такая грустноватая, как это, певица была такая, болгарская, Иванова. Вот, похожа на ее голос, но трагический такой. И вот эта мелодия меня начала петь во мне. И вот эта мелодия, слова накапливались, мысли накапливались. И в конце концов туда все обрели такое слово, большую поэму «Гул полярного сияния». По-юкагирски «Нявалдан не мундал». «Нявалдан не полярное сияние», «мундал» — это бубнение, буквально. Бубнение, вот такой поэмы из 3 частей, большую поэму сделал. Я уже сказал, это переделку сделал. Ну, иногда бывает так, просто ночью просыпаешься, вот, стихи, первая строка появляется, потом начинается вот это, главный образ нужно найти. Да. Вообще, меня переговорили, что трагически, в моих статьях обо мне говорили поэт трагик такой. У меня, например, так начиналось много, если русские такие были. Вот, одно стихотворение вот такое, юкагирские костры, там сноски есть. Юкагирскими кострами назвали полярное сияние якуты, Юкабилота. И это я видел первый раз в тундре. Юкагирские костры, ярко светит высоты, прогоняют прочь северную ночь, и такая тишина, что любая мысль слышна. Стало что-то теплее, стало больше тепла, потеплело вдруг, или кажется друг, только кажется так, а холмы дрожат наподобие собак.
холмы дрожат и, свернувшись, лежат наподобие собак. Мир промерз до основ, и печали полна, цепенеет душа. Сесть бы к жаркому костру, посмотреть бы на игру старика Мэру. Мэру — это огонь духовня. Недоступной высоты светят яркие костры, прогоняют ночь, но не могут мне помочь. Где тепло, трескотня, ни в огне не сгорю. Сердца нет тепла, это только миражи. Гаврил Николаевич закончил Северное отделение Ленинградского государственного педагогического института имени Герцена. В 1965-68 годах обучался в аспирантуре Ленинградского отделения Института языкознания. В 1969 году успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Сложные имена существительные в юкагирском языке». Одним из фундаментальных трудов Гаврила Николаевича стал юкагирско-русский словарь, содержащий около 11 тысяч лексических единиц языка тундренных юкагиров. Каждая лексическая единица сопровождается фразовыми примерами, в большинстве из которых полевые материалы самого автора. Гаврил Николаевич Курилов – известный общественный деятель. В 1989 году создал Совет старейшин юкагиров и почти 10 лет был его председателем. Принимал активное участие в создании юкагирских общин Чайла в Нижнеколымском и Теки-Андулок в Верхнеколымском районах, разработал их уставы. Он один из организаторов радиожурнала «Геван», выходящего на языках коренных малочисленных народов Севера. Является разработчиком проекта закона Республики Саха о национальном и муниципальном образовании юкагирских наследов Нижнеколымского и Верхнеколымского улусов Республики Саха-Якутия о суктоле юкагирского народа. Когда я приехал после аспирантуры в Институт языка и литературы, и вот там начал я постепенно стал заниматься. Сначала стал членом мискома, председателем комиссии. Моим заместителем была Светлана Александровна Федосеева, археолог. И вот мы где-то 8-9 лет работали, представителями, не переизбирались каждый раз. И вот еще распределение вот, жилищ. Тогда очень много строили. Многим давали квартиры. Вот, миском распределял это. Жил быт, а потом это передали миском в местном комитете. И потом выносили туда на общее собрание. И посматривали все паркомы. Вот так. Потом меня, когда мне мои друзья, Владимир Варламов, Борис Мастерс, покойный, мой друг Прохопий Алексеевич, ученый-фольклорист, посоветовали, давай, Ганя, вступай в партию, потому что без партии сейчас тебе никуда не выдвинут и даже награждать не будут мало. Ну, там почетные грамоты всякие такое. А конечно, так было, я-то не знаю, не знал. Вот так стал я сначала вступил в партию, членом партии стал. И тут же меня, значит, избрали председателем местного комитета ЕЛИ. Ну, работа, в общем-то, я знал, но руководителем быть еще сложнее. Надо работой миском руководить. Потом все программы, что надо за пятилетие, все это научная работа, через нас проходить, все надо эти работы читать, статьи читать, работы читать. Участвовали в этих аттестациях, их работы читать. И сначала миском утверждал, после этого уже на ученом совете рассматривали. То есть первичная, самая такая работа через миском проходить, через наши руки. Потом еще и каждый субботник надо организовать, воскресник надо, праздники, демонстрации, все это через миском. Все это мы делали. Все это
Тогда же много было, плакаты нести, портреты нести, все такое. Вот. И после этого демонстрации все это надо собрать, сдать полную сохранность и так далее. Особенно, конечно, праздники были такие, очень много работы, как не бывало. А потом еще у нас работа сотруднилась тем, что еще сложнилось. Мы на сенокосе, под Щетным колхозе Хатасах, специально нам выделили остров Царевич. Мы каждое лето туда выезжали, сено косили, у нас был план, сено убрали, крупно, потом стога ставили, потом это сдавали, и только после этого мы освобождались. Вот так что вот эта работа, опять-таки, у меня была даже такой общая тетрадь, несколько, все записывал, чтобы не забыть. Завтра должен вот такие по пунктам, и вечером выполнен, не выполнен, это не выполнен. И все переходил на другой. То есть все было так, как бы по плану, который я сегодня составлял, завтра должен выполнить, как председатель Мешкома. Вот такая была работа, и все это меня дисциплинировало и закаляло, и учило, все это учило работать как руководитель. Все это, потом я скажу, мне пригодилось, когда я стал председателем, я создал после конца 80-х годов Совет строителей Юкагиров. Первый это. Никогда не создавал такой Совет строителей Юкагиров. Это мы создали. Положение мы сделали с Семеном Гороховым, Семеном Николаевичем Гороховым. В университете работал с историей. Вот. И мы там собирались. Нас было мало. Вдвоем были, мы просто два, там, инициаторы, там сами. Я председатель, я заместитель, потом бухгалтер. Мы составили еще положение о Совете строительных Мини-Юст, Республики Саха-Якутия, и добились свое расчетное юридическое лицо, потом расчетный такой. Мы могли уже деньги оттуда из фонда возрождения, и туда просили, но немного там брали, давали нам. И эти деньги мы потом распределяли студентам ЕГУ, которые занимались юридическим языком, занимались изучением юридического языка. Вот. И первый стали в 92-м, первом году, кажется, съезд юкагиров, надо организовать. Вот на эти деньги тоже выделили. Хорошо, что в это время стала работать по северу Дора Алексеевна Бедокурова. Был Министерство по делам народов Севера, министром назначили Филиппа Сидора Афанасьевича. И вот заместителем министра мы добились, чтобы был юкагир, какой представитель юкагирского народа, юкагирку Бедокуров Дора Алексеевна. Вот она через министерство помогла и финансовые дела там провернуть, и даже награждали хороших работников, оленеводов, рыболовов, охотников этими ценными подарками, винтестером, там все такое. Это были большие деньги, через министерство добились. Вот через первый съезд собрались, в Магаданской области приехали, из Нижней Колымы 50 человек приехало, юкагиров. Вообще это был для верхнеколымских юкагиров было такое большое событие, воодушевление было, народ воспрянул духом. Я помню, там был бывший председатель колхоза Бечков, Алексей Николаевич, по-моему. Он доклад это свой выступил во время съезда. И плакал. Вот такой, вот мы никогда не думали, что у юкагиров может быть такое, что мы можем так собраться, не говоря заплакать. Просто у него текла вот такая вода. Бедный, так, он умер тоже. Вот, в общем, мы воспоминали. Кстати говоря, там мы поставили бюст Текулока, первого нашего родоначальника юкагирской литературы, первого доктора, кандидата наук, кандидата экономических наук. Вот.
вот это там поставили. И на этом съезде решили, надо это, ну, обращение там, руководство России, руководство Якутии, Чули-Саха, вот, мол, такие вот, такие-то. Даже мы Организации Объединенных Наций написали письмо, вот, обращение такое. Вот, все это, конечно, большая работа, это надо писать, никто не умеет, и вот мы сами старались как-то делать, и все это через меня прошло, я во многих, я писал там много, это незаметная работа, но потом выпустили книгу про первого съезда, вот, там выступление, доклад мой, выступление делегатов, там подобное, все там включено, отдельная книга находится. Вот. И вот в 98 году был этот введен первый это Суптул, закон Суптул юкагильского народа. Вот. Ну, тут оказалось, для того, чтобы Суптул заработал, здесь, там много законов. Закон о финансовом свете, закон о территории, закон много. И вот здесь как раз в России такого закона не было. Как раз в это время вот тогда председателем России работал, как я фамилию забываю, потом был председателем СПС, память мне там начала на старости. Имена, фамилии людей забываю. Вот, он был председателем СПС. Немцов. Вот он, Немцов. Он, под его председательством был закон о местном самоуправлении, он муниципальный. И вот только после появления этого закона, после появления о финансовом обеспечении и тому подобное этих муниципальных образований, Суптул мог бы что-нибудь получить. Вот поэтому отодвинули при прокуратуре, или в общем верховные там, судебные такие прочитали, и здесь много нарушений, много несоответствий с Конституцией Российской Федерации и законодательными актами Российской Федерации, поэтому надо изменить там, сказали. И пришлось, оказывается, далее я уже не участвовал. Я говорю, в первый вариант участвовал, вот. Оказывается, здесь совещавшись в Тюмени, это дело исправить, сократить, согласно замечаниям судебных органов, депутату Андрею Васильевичу Кировошапкину и юридическим отделом Департамента народов Анатолий Шильцову. Вот они сократили, оказывается, этот закон, потом этот закон, тот вариант, новый вариант, утвердил, подписал Шпиров. Вот. Ну, как общественная работа, я должен сказать, что и еще я был член Союза писателей. И он там проводил, ну там 2 раза участвовал в проведении. Первое совещание молодых начинающих писателей Севера провел я один, почти все собрали, с начала до конца. Приглашение, одного только человека пригласили, венкийского поэта Лететия Тушкина. А второе совещание, семинар, был в МОМе, там-то уже участвовала Союз писателей Якутии, приглашение Москвы, Ленинграда, писатели. Вот, такие, в общем, становление молодых писателей я тоже участвовал. Ну, участвовал еще я в семинарах российской. Малеев участвовал как руководитель семинара, там руководитель Венский, Венкийский, Кубирский, Чукотский, Венский, Чукотский, Юрий СК взял. Чукотский, вот, я руководил, ну, там мои были Веня Варгатян, Венк Дмитрий Просимов, руководитель мой брат Николай Курилов, вот так, еще по 3-4 человека было там. Потом Малеев тоже, в Магадане тоже совещание был, семинар, там тоже руководил семинаром. Вот, там уже я
и Чукотский, Венкийский, Эвенский. Эвенский руководил уже Василий Левин. И Гогинский. Так что вот то, что я работал председателем искома ЕЛИ, это потом мне очень помогло работать и председателем Совета старейшин. Юкагиры – единственный народ, чьи олени действительно дрессированы и даже помогают загонять диких собратьев. Все остальное оленеводство в Якутии, вплоть до последних лет, заключается в кочевании семьи оленеводов за стадами, свободно перемещающимися по тундре в поисках корма. В поэзии Улурадо отражены удивительные особенности культуры народа, с древних времен знавшего медицину, воинское искусство, имевшего собственное летоисчисление и поразительно глубокие знания в зоопсихологии. Стихи юкагирского поэта называют космической поэзией, потому что они посвящены гармонии устройства мира, вечным вопросам жизни и смерти, возрождения бессмертной человеческой души. Поэт воспевает красоту тундры, сравнивая солнце с лицом матери, а шелест стальника с ликующим и славящим жизнь тонким напевом. Прочту отдельные стихотворения, которые я посвятил женщинам, девушкам, вернее, потом женщинам. Да. Первый раз я влюбился в 1956 году, когда учился в Черепчинском педучилище. И вот, и тогда было первое свидание, но она не пришла, та девушка. И поэтому в 2006 году, 50-летие этого свидания, я написал вот такие стихи. Люблю я мысленно бродить вокруг поляны, где ровно 5 часов волнение сильным ждал девчушку из далекой заполярной ямы, с сине-черными глазами, как миндаль. О, как томилось, помню, сердце в ожидании ее, милей которой не было тогда. Но не пришла она с намеком на свидание, сразив мои надежды наповал. Вот так я потерял любовь весной ранней, лет 50 тому назад, но все равно люблю ходить туда, бродить по той поляне, минуты грусти на душе, как заводной. Быть может, так я убегаю от активных словес детей, порой безжалостных весьма, а может, так меня уводит ностальгия по тем певучим дням, угаснувшим давно. А может, это та девчушка запоздала, зовет меня старушкой, став седой. Не знаю, но во мне все еще осталось любви далекой той, приятное тепло. Вот, а потом я узнал, кажется, тогда такие свидания с нянькой назначали еще двое. Поэтому она и, там есть слово намеком. Она не знала, к кому идти на свидание, наверное, да. Но она жива, сейчас оседая, да. Мы созваниваемся. Так. Потом это следующее стихотворение будет посвящено моей первой жене, в Ленинградке, блокадница. Это, наверное, было написано в случае в 1964 году. Я в 1964 году работал учителем русского языка и литературы Андрушкинской в 8-летней школе Нижнеколымского района. Потом вернулся, чтобы поступить в Ленинграде в аспирантуру, но места не оказалось. Но я свою семью вывел в Тихвинский район, такой маленький участок, такой поселочек.
усадище. И вот оттуда подумали, решили, все-таки обратно мне придется вернуться в Якутск, чтобы поступить в аспирантуру Якутская область. И вот Майя меня проводила. Там до Тихвина, там где железная дорога-то, надо было идти пешком через лес, просека была. И вот Майя меня проводила, 5 километров надо было идти. Где-то 1,5 километра шла со мной. Я говорю, уже поздно вечер уже, Майя, давай вернись. Вдруг всякое случится-то, то что там дети-то двое остались дома. Мы снимали там комнату. И вот она заплакала, ну как ты, почему ты вообще уходишь, уезжаешь? Вот она, как раз дождь прошел, оказывается. Она ушла, и я пошел, там 4 километра. Дошел до Тихвина, сел в Ленинград и вернулся я туда, в Якутск приехал, чтобы поступать в аспирантуру. Ну вот это та прощание, которое мы там в усадище Тихвина в районе, вот такие стихи. Как в собственную душу на просек лесной гляжусь в большую лужу, забытую грозой. Неспешно вечереет, вода уже темнеет, вот пара звездных глаз на дне ее зажглась, лицо твое родное, слезами залитое, лицо твое родное в дрожащей глубине, слезами залитое обращено ко мне. Затем так часто нам нужно разлучаться. Давай, как люди, жить, куда тебе спеши? Безвыходно горю я, стою на берегу, и тихо говорю я, иначе не могу. Вот такое это стихотворение было. Это одно из стихотворений, которые в Ленинградской моей, которое я уже рассказывал, мы же развелись из-за того, что не тихо, медленно развелись, из-за того, что она волоканница не хотела уезжать из Ленинграда, а в Якутске не хотели квартиру давать, пока не привезете семью в Якутск. Вот поэтому мы там тогда расстались. Так, теперь, а после аспирантуры я приехал и здесь влюбился в одну девчушку, которая оканчивала университет. Но потом оказалось, что это моя родня. Но когда я влюбился, я не знал. Вот такие стихи. И написал это потом, это уже на даче, когда она приезжала, там она жила. Да и сейчас от слов детей залечивая раны, ловлю нарцисса благовонный, ветерок шальной. Тот запах дивный первый раз поймал весной ранней, целуя шубку девушки тайком от ней самой. О, как он заряжал меня желанием неуемным поцеловать скорей саму хозяйку шубы той, за губы сладкие в засос, вложив тот самый емкий и страстный поцелуй, без жар любви застенчивой. Но не сошлись дороги наши по причине давней, девчушкой милой, ныне женщиной немолодой. Вот почему боюсь коснуться по ошибке даже изящных рук ее, той женщины, почти святой. А годы между тем летят, и сердцем привыкаю потерям страшным жизни и крушением надежд, тому, что ныне мало говорят об идеале, о красоте душевной и сердечной теплоте. Вот так живу, не вечный тут, под вечным мирозданием, уже не веря в чудо жизни сей изменчивой, и пристал уже я ждать от милого создания ответного движения губ на давний вызов свой, жар любви застенчивой. Но не сошлись дороги наши по причине давней,
девчушкой милой, ныне женщиной немолодой. Вот почему боюсь коснуться по ошибке даже изящных рук ее, той женщины, почти святой. А годы между тем летят, и сердцем привыкаю потерям страшным жизни и крушением надежд, тому, что ныне мало говорят об идеале, о красоте душевной и сердечной теплоте. Вот так живу, не вечный тут, под вечным мирозданием, уже не веря в чудо жизни сей изменчивой, и пристал уже я ждать от милого создания ответного движения губ на давний вызов свой. Так, потом, еще в Ленинграде, когда еще не женился на Майе, в Ленинграде с первого курса меня стала водить одна моя однокурсница Ирина по балетам. Лебединое озеро, Щелкунчик, я до этого никогда не был. И вот она водила туда, потом, мы, кажется, влюбились друг в друга. Летом вылез отдыхали, студенты северного отделения, там снимали дачи специально для нас. И вот потом я уже женился своим, она по окончании, она уехала, потому что я на последнем курсе Майю видел, первую жену, и она увела, по существу, можно сказать, увела меня всех домой. И вот Ириной больше не встречались, мы расстались так, даже не попрощавшись, но я уже через несколько лет, когда мне там 2 сына было маленькие, гулял, снимал то ли на даче, там в Вырезце, и вот как раз на той речке, вот, когда там, ну, молодые годы вспоминал, вот такие стихотворения. Вон дымка высь, струится за рекой крутой, то исчезая, то преображаясь вновь, как память об ушедшей юности и той любви моей, угаснувшей давно, струится еле, издавая тонкий вой, и все же долетает до меня она, пронзая сердце острой болью и тоской по тем давно промчавшимся годам. Ох, если бы из своего издалека смогла прийти сюда и лицезреть теперь, как дымка та струится по моим щекам, беззвучным ручейком печали по тебе. Но нет, былое не вернешь уже наш мир, оно ушло навеки, мир иной, лишь память возвращает и нам его на миг, когда у нас на сердце очень тяжело. Вот такое стихотворение было, это Ирине, посвященной себе. Все творчество Гаврила Курилова, поэта из Якутии, пишущего под псевдонимом Улро Андо, это емкий и красочный рассказ о малом, исчезающем народе юкагиров, которых сегодня на земле осталось чуть больше 2000 человек. Стихотворения Гаврила Курилова публиковались во многих известных литературных журналах, коллективных сборниках поэтов Крайнего Севера и Дальнего Востока. Улро Андо верит, что у его народа есть будущее. Его стихи, основанные на народном юкагирском эпосе, поведали миру о маленьком народе юкагиров гораздо больше, чем сотни научных трактатов.